утро, дорогая республика! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24 НВК Саха. И с вами «Утро Якутии». Да, встречаем это утро вместе с вами мы, Дарья Анкехова, Павел Танин. На календаре 10 марта. И опять вот эта неделя непонятных дней недели, я ее называю так, как это было с 23 февраля. Теперь у нас сегодня четверг, но который среда. А завтра будет среда, которая пятница. Ну, вот как-то так, да. Ну, в принципе, я думаю, Паша, не у одного тебя такие проблемы, да, потому что все-таки полнедели практически отдыхали. Да. И немножко уже запутались, да, где рабочий день, где выходной. Но мне кажется, вообще эту неделю считать рабочей можно только с большой-большой натяжкой, потому что вот эти 2-3 дня выходных, посреди недели мы вышли на рабочую неделю, вот это пока шатка-валка, что-то началось, уже наступит скоро суббота и новые выходные. А вот другой разговор, это неделя прошлая, когда мы работали 6 дней рабочих, там тоже были такие путаницы с днями неделями. Вроде бы сегодня четверг, ты думаешь, что уже пятница. В общем, сейчас мы из этого бардака, скажем так, временного бардака мы выберемся и продолжим жить нормальной, привычной нам жизнью. Что же ждет сегодня наших зрителей в течение нашего эфира? Ну, во-первых, расскажем про женщину, которая занимается отнюдь не женским ремеслом, я бы назвал это так, достаточно суровым, требующим достаточно большой выносливости, возможно, даже силы недюжей. И, тем не менее, уже несколько лет эта женщина занимается этим делом вполне себе успешно. Что это за дело, что это за женщина, поговорим чуть позже. Также сегодня мы узнаем обязательно о том, как не стать жертвой кибермошенников. Да, поговорим о культурных делах. Во-первых, это премьерные показы нового спектакля в Саха-театре. На самом деле, что-то очень интересное ожидает зрителей, любителей театра. Расскажем, конечно же, по традиции и про кинопремьеры, которые наши зрители могут в скором времени, уже вот в эти дни в кинотеатрах посмотреть. Ну и, конечно, у нас сегодня в эфире будут очень интересные гости. Поэтому оставайтесь с нами, дорогие друзья, и этот ближайший час с вами будем мы. Да, ну а если вдруг у вас есть идеи, чтобы мы какой-то материал, может быть, сделали, сняли, о чем-то интересующем вас рассказали или позвали в студию какого-то интересного человека, пожалуйста, вот номер вы вот видите прямо вот здесь внизу, его запомните, 8 914 273 4488, и туда в WhatsApp нам пишите, что вот нам бы было интересно, если бы вы побеседовали вот с теми-то, теми-то или рассказали о том-то, том-то. Ну а еще хотелось бы напомнить, дорогие друзья, что у нас стартанул конкурс двойников. Если ваши близкие или ваши друзья похожи на кого-то, знаешь, знаменитая личность, актер, актриса, политический деятель, пожалуйста, отправляйте ваше фото, желательно фото-коллаж, то есть где фото есть в образе. Ну вот человек и вот знаменитый человек. Да. И вот, то есть показать, да, насколько вы похожи. Ну и, конечно, с пометочкой обязательно, потому что, возможно, каких-то известных личностей мы-то и не знаем. Да, с пометкой «Конкурс двойников». Отправляйте все это на почту utroyakutia@mail.ru. Вот внизу, опять же, вам все это прекрасно видно. А самое главное, призом. Что будет? Какой приз? А призом будет незабываемая вообще фотосессия в образе, профессиональная. То есть, если все-таки можно будет запечатлеть себя, ну, победитель сможет запечатлеть себя именно вот в образе какого-то героя. Вот так вот. Ну, примерно таким будет наш эфир, поэтому, мне кажется, самое время уже и начать. 10 марта 1940 года на свет появился Карлос Рэй Норрис-младший. Но для большинства он знаком под именем Чак Норрис. Многократный чемпион мира по карате, киноактер, человек-мем и человек-легенда. Про него существует множество мемов. Знаешь ли ты это не какие-нибудь? мемы. Я, как человек, следящий за карьерой Чака Норриса, я, положа руку на сердце, скажу, что это не мемы, это настоящие мифы. Например, о том, что Чак Норрис однажды засунул 2 пальца в розетку и убил ток. Или другая история, что Чак Норрис — это единственный человек в мире, в жизни, я хотел сказать, в мире единственный человек, который смог досчитать до бесконечности, при этом сделал это он 2 раза. Это Чак Норрис. Да, это Чак Без Норрис. лишних слов. Какие еще знаменательные события произошли 10 марта, в истории узнаем далее. На календаре 10 марта. Сегодня отмечают День архивов в России, День стационарного телефона, День булочек с черникой, День Марио, День диетолога.
По народному календарю в этот день чтят память святителя Тарасия Константинопольского, архиепископа. У этого святого люди просят защиты от лихорадки. В старину люди верили, что это состояние навлекает нечистая сила. В этот день нельзя днем ложиться спать. Согласно народным суевериям, в спящего человека может легко проникнуть болезнь. Также нельзя смотреть в окна домов, находясь на улице. Посаженные в этот день помидоры и капуста дадут богатый урожай. События в этот день. Испанские мореплаватели открыли в Тихом океане Галапагосские острова. Был запатентован копер для забивания свай. В Британии в этот день начата первая перепись населения. Спустя 3 дня после получения патента на изобретенный им телефон Александр Белл впервые сумел дозвониться до своего помощника Томаса Уотса, находящегося в соседней комнате. В Великобритании впервые опубликован национальный хит-парад альбомов. Первое место тогда занял Фредди Кеннон с пластинкой «Explosive Фредди Кеннон». В этот день началась первая океанская женская одиночная кругосветка. В этот день родились Василий Каратыгин, русский актер, знаменитый трагик. Александр III Романов, император всероссийский. Александр Зацепин, советский и российский композитор, народный артист России. Чак Норрис, американский киноактер и мастер боевых искусств. Владимир Гостюхин, советский и белорусский актер театра и кино, народный артист Беларуси. Шерон Стоун, американская актриса, модель, продюсер. Именины сегодня отмечают Федор, Теодор, Тарас, Евгений, Антон, Александр. Ну, а в последнее время нас все больше, я не знаю, кого-то пугают, кого-то настораживают, кто-то просто внимательно следит за событиями в вообще мире финансов, особенно за тем, что же ожидать может работу банковской системы. Вот об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем. В нашей студии сегодня председатель правления Алмаз-Энергосбанка, первый заместитель, председатель правления Алмаз-Энергосбанка Алексей Иванов. Алексей Валерьевич, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и первый вопрос, конечно, да. Уважаемые жители республики. Какие изменения произошли в работе банка, да, и вот что ждет конкретно жителей нашей республики? Ну, последнюю неделю вся банковская система России получила очень серьезный толчок. И Центральный банк, и наш банк серьезно следим за всеми изменениями, которые происходят и в стране, и в мире. И мы, в первую очередь, для себя поставили цель сделать банк максимально доступным для наших клиентов. Поэтому мы увеличили количество операционистов в офисе. Мы поставили на мониторинг банкоматы с точки зрения пополнения их наличности. Мы подняли доступность наших онлайн-сервисов. Все это, надеемся, поможет нам, даже не нам, а поможет нашим клиентам получить свои средства или, как минимум, успокоиться и понять, что ничего страшного не происходит. Банковская система России выдержит и не такие потрясения. И наш банк в том числе. Вот и я, наверное, склонна больше к этому, да, потому что я думаю, все-таки здесь идет такая, знаете, массовая паника, да, больше, да. А ведь так-то, в принципе, банки как работают, так и работают. Ну да, есть какие-то ограничения, да? Да, ограничения, конечно, появились, в частности, из-за того, что ушли, то есть попали под санкции крупные федеральные банки. Мы, как небольшой банк, который находились под их спонсорством, тоже получили некоторые ограничения, ну, допустим, в частности, из-за карт Visa и MasterCard. Но наша карта жителей Якутии, которая является Кабенджик картой мира GCB, даже несмотря на то, что вчера японцы тоже присоединились к этим санкциям, у нас остается составляющая именно МИР. МИР – карта, которая обслуживается на территории России без проблем. Она обслуживается еще на территории 10 стран мира. Вот. Карты GCB, Visa, MasterCard и все остальные на территории России полностью обеспечиваются обслуживанием национальной системы платежных карт, поэтому никаких ограничений по работе на территории России нету вообще. Алексей Валерьевич, то есть вот эта карта, правильно? Да. Обратите внимание, да. Карта жителей республики выглядит вот так, и я счастливый обладатель этой карты. Поздравляю вас. Да, то есть можно сказать, что я, в принципе, защищена, все у меня будет нормально, все смогу оплачивать, все, да. Еще есть социальные, да, здесь какие-то здесь? Здесь очень большой социальный пакет. На самом деле, эта карта уникальна вообще на территории России. Это впервые удалось
в один пластик поместить всю социальную подоплеку республики. Здесь и многодетные семьи, и пенсионеры. То есть, в принципе, эта карта рассчитана на то, что ее получает житель, как только он идет в школу, и там появляется сразу же школьное питание, и, в принципе, она до конца жизни с этим человеком будет находиться. Когда уже на пенсию уходишь. Ну, по да? сути, можно... Пенсионер обязательно это одни из основных пользователей этой карты, Да. потому что они получают все льготы без предъявления пенсионного удостоверения, только по карте. Это очень удобно, я считаю. Вообще, учитывая дизайн, и вот, что на задней стороне есть имя, фамилия и так далее, мне кажется, очень неплохая подоплека, чтобы на базе этого вообще сделать электронный паспорт. В принципе. А почему бы и нет? Ну, как минимум, мы эту карту планируем виртуализировать. То есть она уже работает в МирПэй. К сожалению, у нас не получилось пока до конца с Apple договориться. Ну, посмотрим, как они будут себя вести на российском рынке. Вот. Но основной объем, основное число жителей республики этой картой может пользоваться уже как банковской картой виртуальной. И мы сейчас прорабатываем вопрос виртуализировать ее и социальную функцию. Я думаю, в ближайшее время какие-то новости будут. Поэтому можно просто следить за нашим телеграм-каналом, за нашим инстаграмом. Мы там постоянно публикуем все свои новости. Алексей Валерьевич, ну, кстати говоря, с этой картой я получила еще такой вкладыш. Ну, кстати, еще пока не сильно-то вникала в подробности. Какой-то розыгрыш, то есть, проводится. И суммы там такие, знаете, очень много красивых, таких приличных нулей. Что за розыгрыш такой и кто, соответственно, может стать участником? Розыгрыш у нас уже проводится второй тур этого розыгрыша. Первый тур прошел. Участником этого розыгрыша может стать любой владелец карты жителей Якутии. Все, что необходимо, подключить ее к программе лояльности своей, там делается в мобильном приложении. И чтобы участвовать в розыгрыше, надо с 1 декабря прошлого года по 20 марта этого года произвести покупки на сумму до 10 тысяч, свыше 10 тысяч рублей, извиняюсь, у партнеров программы лояльности свои. Список партнеров можно посмотреть на сайте своеalbank.ru. То есть ничего страшного. Дело в том, что в партнерах уже огромное количество предприятий, магазинов и республики, и города Якутска. Поэтому вот я сам пользуюсь этой картой, то есть в Якутске я пользуюсь этой картой. Вот так вот, Ну, да? действительно, учитывая, сколько вы нам уже рассказали, полезное, ну, удобное минимум. Алексей Валерьевич, спасибо большое, что вы пришли в нашу студию, рассказали в том числе о розыгрыше. Даже тебе попутно желаю успехов в этом розыгрыше. Вдруг, Как счастливому обладателю карты жителя Якутии, у меня такой еще нет, но я думаю, в скором времени обязательно. Вам надо обязательно к нам зайти, мы оформим. Очень быстро. Хорошо. Ну, а мы сейчас прерываемся на короткую паузу и вновь вернемся в нашу студию. Доброе утро, Якутия! Сегодня в 15 часов пройдет онлайн-конференция МПИ IT-Конф, где организаторы 7-го республиканского конкурса «Моя профессия IT» презентуют обновление этого года. В этом году участников ждут новые вызовы, обновленные критерии оценки, тематические события и ценные призы, о которых расскажут на онлайн-конференции. Помимо этого ожидаются выступления от приглашенных гостей и партнеров. Добро-школа появится в Якутске. Столичное среднеобразовательное учреждение номер 34 участвует в одноименной федеральной программе от нацпроекта «Образование». В ее рамках школа получит из государственной казны 7,5 миллионов на обновление материально-технической базы. Закупят новейшее оборудование, в их числе интерактивные столы, техника для уроков труда, для развития мелкой моторики. Оборудуют 12 классов. Всего в школе учатся 290 воспитанников с 1 по 9 класс. Доброшкола позволит давать образование и навыки на более качественном уровне. Учиться по-новому дети смогут уже с 1 сентября. В этом 2022 году наша школа в рамках национального проекта образования работает, включилась именно в проект «Доброшкола». «Доброшкола» в чем уникален? Этот проект направлен на оснащение именно коррекционных школ современным оборудованием, для того, чтобы организовать качественную работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Команда якутских косплееров во главе с Аялом Федоровым создают свой очередной шедевр. Это кукла из знаменитого корейского сериала «Игра в кальмара». Сегодня арт-объект практически готов. По словам Аяла Федорова, на изготовление одного такого объекта тратится от 1 месяца до полугода. Команда работает над созданием шедевра, учитывая все мелкие нюансы. В последние годы они часто в своей работе используют мехатронику. Новый арт-объект якутских косплееров будет расположен в одном из торговых центров Якутска. Мы создаем куклу из игры «Кальмар». Она, кстати, будет стоять в Росомоле, торговом центре. Рост, высота где-то 4 метра. Нет, ровно 4 метра. Ну, плюс еще платформа будет там чуть выше. И полностью будет функционировать как в сериале. У нас такая идея была вместе с Росомолом сделать такой арт-объект. Я им предложил, они согласились, и чтобы люди смогли поиграть. Да. Чуть-чуть забыть о повседневной жизни, вспомнить там. Конечно, сериал был жесткий, да, но это все-таки сериал, и людям будет приятно поиграть, чуть-чуть там повеселиться. И эта штука будет постоянно работать, вечером будет включать, конечно. В Якутске открыли каток для массовых катаний на озере Щорса. В день открытия на месте организовали народные гуляния, веселые игры и конкурсы с подарками. Так были представлены музыкальные номера с элементами фигурного катания, а юные хоккеисты давали мастер-классы для желающих, а после провели соревнования по хоккею. На этом мероприятия на озере Щорса не закончились. Гостей и жителей столицы ждали музыкальные квизы, загадки, а также угощения и хоровод. Это «Утро Якутии». Мы встречаем сегодняшний день, 10 марта, четверг, который среда. Я не перестану сегодня об этом говорить. Если что, простите меня. Но тем временем, прежде чем мы прервались на нашу паузу, узнали о новостях, мы поговорили о работе банков вообще в нынешних условиях, в том числе о карте жителей Якутии. И получается, Даша, вот мы сегодня видели твою карту, вот Да, эту, мы ее да, так демонстрировали хорошо, всем показывали. Но не боишься ли ты, что вот номер твоей карты мог кто-то увидеть и попытается совершить с ней какие-то мошеннические действия? Тем более, что в последнее время очень активизировалось вновь в России вот именно преступления, мошеннические действия с банковскими картами, с использованием интернет-сервисов и так далее. Нет, но я сначала сделала, а потом подумала. Понимаешь? Ну, это свойственно многим девушкам. Я просто вот показала вот так ей тут на всю республику, так сказать, да. И как-то я все-таки доверчивый человек, и я думаю, что навряд Ты ли думала, наши... что наш режиссер в прямом эфире возьмет и замажет Да, всё? я все-таки надеюсь, что режиссер ничего не сделает, да и телезрители, наверное. Хотя, я думаю, в нашем современном мире нужно об этом заботиться, да? Тем временем схем появляется огромное множество. Каждый день, наверное, новая какая-нибудь точно появляется. Не обязательно даже свою карту прям засветить, чтобы к ней получить доступ. Вот о новых схемах, о том, как защититься, самое главное, от этих схем мошенничества, узнаем прямо сейчас. Из-за ограничений, связанных с COVID-19 и зарубежными санкциями, мошенники нашли новый способ обмана людей. Так, в регионе 3 жителей столицы лишились своих средств при покупке товара в лже-сайтах компьютерной техники. Недавно на сайте ДНС заказал себе клавиатуру. До этого всегда покупал через приложение, которое скачал из Play Market. Но в этот раз решил через веб-сайт магазина. Ввел в поисковике название магазина и по первой же ссылке перешел. Открылась страница точь-в-точь как ДНСовская. Нашел свой товар, оплатил, выбрал магазин, где можно взять свой товар самовывозом.
Далее получил СМС для подтверждения оплаты, потом решил перейти в личную страницу, не получилось, удивился. Решил войти уже через приложение. Там в заказах не нашел свою покупку. Позвонил на горячую линию магазина ДНС, узнать, что произошло и почему моего заказа нет в корзине. Тогда мне ответили, что в эти дни вы никакого заказа не оформляли, и ваша последняя операция датируется месяцем назад. Далее мне сообщили, что в последнее время активизировались мошенники, которые создают фейковые страницы и таким образом выманивают у людей их деньги. Скорее всего, вы стали жертвой мошенников. Действительно, наш герой стал жертвой киберпреступников. Информацию о том, что увеличилось число жертв лже-сайтов магазина электроники ДНС, подтвердили и сами продавцы этой сети магазина. Да, действительно, в последнее время участились случаи мошенничества с использованием наименования и логотипа нашей компании. Мы никогда не размещаем информацию о проводимых рекламных акциях на иных интернет-страницах, не предлагаем подарочные купоны за рассылки информации в мессенджерах и не запрашиваем реквизиты и карты для выдачи денежных призов. По словам сотрудников правоохранительных органов, этот вид мошенничества теперь входит в тройку распространенных видов киберпреступления. Но наиболее подверженные, наиболее развитые схемы сейчас – это инвестиции. Это инвестиции вот этих вот известных банковских платформ. Вот. И также с помощью мошенничества, совершаемое с помощью Юла, Авито, то есть вот это вот, когда человек проходит по ссылке, это вот основные. Вот, но с развитием, получается, вот с пандемией, с этой и так далее, вот человек больше стал заказывать товар дистанционно через интернет, и, соответственно, мошенники начали этим пользоваться и создавать сайты-двойники. Вот в последнее время у нас идут сайты-двойники ДНС, у нас идет серия таких преступлений, поэтому смотрите внимательно, заполняйте внимательно в поисковой строке название сайта. Здесь хочется отметить, что, например, такие крупные магазины электроники, как Видео, Эльдорадо, имеют свои мобильные приложения на операционных системах iOS и Android. А вот ДНС имеет мобильное приложение только на системе Android. А вот на iOS его нету, что и сподвигло киберпреступников воспользоваться пробелом этой компании. Обращаем ваше внимание, что информация о действующих рекламных предложениях размещена только на официальном сайте компании dns-shop.ru без всяких добавленных символов. Если вы получили ссылку на подозрительное рекламное предложение от лица компании ДНС, вы всегда можете проверить достоверность полученной информации по телефону горячей линии или через форму обратной связи на нашем официальном сайте. В целом, жертвами киберпреступлений становятся практически все, и молодежь, и пожилые люди. Значит, в основном жертвами у нас мошенничества являются женщины. Как правило, наибольший удельный вес приходится на возраст 45-60 лет. Вот. Молодые у нас попадаются, как правило, это на Юла, Авито, это когда по ссылке они проходят, и на сайты двойники натыкаются. А более такие уже взрослое население, вот, за 50 лет, вот, это у нас пенсионеры, у нас в основном страдают дополнительным заработком, то есть пытаются обеспечить себе старость и влаживать вот в эти вот псевдоинвестиции. Специалисты банковской сферы говорят, что мошенники очень хорошие психологи. Они не только умеют войти в доверие людей, но и очень умело забалтывают своих жертв. Но их легко можно определить. Вот смотрите, мошенники, как я уже говорил, всегда говорят о деньгах и стараются выманить персональные данные. Реальные сотрудники реальных кредитных организаций, правоохранительных органов, ведомств различных министерств никогда не будут стараться выведать у человека персональные данные, либо данные какого-то карт-счета, или понудить его сделать некие транзакции, особенно по телефону. Если это происходит, то это 100% мошенники, поэтому таким звонкам доверять вообще нельзя.
Так что в наше непростое время берегите свои сбережения, не переходите по подозрительным сайтам и ссылкам. Берегите себя и своих близких. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Павел Пахомов, Якутск. А сейчас наша традиционная рубрика «Пусть мама придет». Сегодня мы познакомим вас с замечательными детишками. Это Миша, Коля, Маша, Настя и Сашенька. Все они оказались в детском учреждении по воле причин различных. И мы очень надеемся на то, что, возможно, эти дети обретут свою семью. Знакомьтесь, братья Миша и Коля и их сестренки Маша, Настя и Сашенька. Большая дружная семья наших замечательных детей прибыла к нам в детский дом недавно, летом, в июне. Начнем со старшего. Его зовут Миша. Это самый старший брат, он опора всех этих детей. Дальше у нас идет средний брат Коля, мастер на все руки. Вот у нас недавно привезли мебель, и Коля своими руками собрал 14 шкафов. Что Коля, что Миша, это вот такие настоящие старшие братья. Младшие девчонки всегда могут обратиться за помощью. Дальше у нас идет Машенька. Она у нас любит рисовать, петь, танцевать. Вот недавно она показывала моду. Настенька и Сашенька – это вообще две наших любимицы нашего центра. Они очень ласковые, талантливые, везде участвуют. Вообще это такая дружная семья, они все как один. Любимое увлечение братьев – рыбалка. Какую самую большую рыбу вы поймали? Я на удочку, щуку. У сестренок есть как общие увлечения, так и свои интересы. Я с детства занимаюсь боксом, с 4 лет. Я люблю со своими младшими сестрами играть. И еще я хочу стать, когда вырасту, военным. Настя, расскажи мне, что ты любишь делать? Я люблю рисовать. Я делала новогодний еш. Там живут ешабубы. Я люблю рисовать. И когда я хочу вырасти, я хочу стать поваром. Наши братья нас подкидывают на руках наверх. И мы любим заниматься в спортзале. Спортзал – любимое место детей. Здесь они занимаются под руководством преподавателя и с огромным желанием учатся играть в теннис, дартс, занимаются на тренажерах. Мы очень надеемся, что для Миши, Коли, Маши, Насти и Сашеньки найдутся те, кто сможет принять их в свою семью. Ну, минуло 8 марта, мы продолжим все-таки праздничную тему этой недели. И, в принципе, все мужчины, наверное, отстрелялись с подарками. Надеюсь, у многих получилось угадать, порадовать, удивить. Но вот тем временем в Ленске мужики всегда знают, чем можно удивить слабый пол, прекрасную половину человечества. И чем же? Ну, в этом году там начали изготавливать изделия из эпоксидной смолы. На самом деле, очень интересная такая история, потому что я в свое время очень много видел в интернете работ подобного рода, и они меня тоже привлекали. Было даже желание заняться, поработать самому. И где-то это желание я однажды надеюсь реализовать. Возможно, поеду в Ленск и обязательно изготовлю что-то из эпоксидной смолы. Да, я имела опыт работы с той самой смолой. Действительно, это очень увлекательный процесс. Самое главное, что картины всегда именно уникальны, индивидуальны, потому что повторить это невозможно. Да. Подробнее об этом расскажет Анна Кожевникова. Вот эти все порошки, которые сыпучие, они летучие, поэтому обязательно нужно быть в маске. Потому что они попадают в дыхательные органы, и это все равно очень опасно для здоровья. Изделия с эпоксидной смолой в России появились сравнительно недавно и сразу завоевали внимание любителей эксклюзивных дизайнерских вещиц. Ленчане же буквально полгода назад стали знакомы с предметами декора из эпоксидной смолы Арины Ивановой. Это единственный в Ленске художник, работающий в технике резин-арт.
Вообще всегда была творческим человеком, меня тянуло к творчеству. Раньше я работала с людьми, и потом как-то решила перейти больше на искусство. Эпоксидная смола мне попалась именно в тот период, когда я думала, что нужно что-то поменять. И курсы, и готовые работы я увидела в Инстаграме. Я купила курсы по часам, по изделиям, по подстаканникам и по картинам. И сейчас активно их изучаю и делаю изделия уже сама. Подстаканники, наборы для сервировки стола, настенные часы, разделочные доски и другие предметы декора, выполненные в технике резин-арт, завораживают своим дизайном и невольно притягивают взгляд. Если сам процесс заливки смолы недолгий, то для того, чтобы получить готовое изделие, необходимо 5-6 дней. Сутки смола застывает, затем необходимо время на шлифовку и обработку маслом. Накануне праздников работы у Арины много. Побаловать своих любимых женщин, мам, бабушек, коллег оригинальным подарком спешат изобретательные мужчины. А для тех, кто не знает, что подарить, Арина подготовила подарочные сертификаты. Особенно на праздники люди активно покупают подарки своим родственникам, знакомым, коллегам. Также идут заказы из других городов. Я отправляю в Хабаровский край. Очень часто заказы идут с Мирного. Та смола, на которой я работаю, она имеет сертификат качества, можно использовать пищевые продукты, то есть она абсолютно не опасна. Допустим, при создании подстаканников я использую твердую смолу, при застывании через сутки я покрываю термосмолой. Нужна она для того, чтобы, когда ставить горячие кружечки, она не плавится. Для оригинальности рисунка нужно правильно подобрать краски и удачно скомпоновать цветовую гамму. Для этого прежде всего надо обладать чувством вкуса. Работа с эпоксидной смолой непростая, требует терпения, аккуратности, внимательности, ну и, конечно, запаса творческого потенциала, которым в полной мере обладает наша героиня. Поэтому ее произведения искусства яркие, эксклюзивные, и в каждое вложена душа автора. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Говоря про работу с эпоксидной смолой, но вот меня лично всегда привлекали почему-то именно диорамы. Делать столы с диорамами, вот залитые эпоксидной смолой. Вот это вот прям то, во что я влюбился. Ну, говоря про работу, про работы, выполненные в этой стилистике, Ну, этой я думаю, техникой. раз уж ты так сильно этим увлекаешь, ну, как интересуешься, значит, не за горами тот самый момент, когда ты все это воплотишь в жизнь. Тот самый первый стол из эпоксидки знаменитый. Да. Тем временем, сегодня четверг на дворе. Четверг — это у нас что? Четверг — это очень приятный знаковый день, потому что именно в этот день проходятся мировые кинопремьеры. Вот какие фильмы мы можем в эти выходные уже посмотреть, ближайшие, узнаем прямо сейчас. Кинотеатры обновили свои репертуарные планы. Давайте же узнаем, что нас ждет на больших экранах в ближайшую неделю. На экраны выходит продолжение якутского фэнтези, основанного на сказке «Бэби Кен». В продолжении фильма зрители увидят несколько якутских сказок, которые за все время впервые были экранизированы и перенесены на большой экран. Кроме старушки Бэби Кен, зрители познакомятся с лунной девочкой, племенем поедателей сметаны, Алтан Ботура, каменной женщиной, а также встретятся с уже полюбившимися персонажами фильма «Бэби Кен». Добрая старушка Бэби Кен живет в волшебной стране Ланхо. Цветут леса, реки текут по руслу, народ Аи живет спокойно в мирное время. Но дева тьмы восстает из пепла и просит сил у своей сестры, каменной женщины. Получив мощную энергию, она взлетает в Срединный мир черным вихрем и начинает творить бесчинство. Посланница небес, дочка старушки Бэби Кен Алтана Ко, должна защитить Срединный мир. Со своими верными друзьями она отправляется в невероятное путешествие, уводя зрителей в неповторимый мир сказок. Для любителей жанра хоррор выходит новый азиатский ужастик «Проклятие. Дом с прислугой». Джой устраивается горничной в семью Уммы и Нихара. Ее предупреждают, что нельзя вмешиваться в жизнь хозяев. Но девушка начинает замечать странные вещи и вскоре узнает, что до нее здесь работала другая горничная, которая умерла.
Вот только ее призрак все еще обитает в доме и доставляет массу неудобств жильцам. Джой пытается узнать тайну призрака, а заодно и просто выжить в этом странном таинственном доме. Здравствуйте, госпожа. Проклятие. Дом с прислугой. Еще один ужастик на экранах. Давным-давно несколько подростков нашли таинственную игру, способную открывать двери в потусторонние миры. Игра может выполнить любое желание, но, как говорится, бойся своих желаний, они имеют свойство исполняться. Спустя несколько лет город охватывает волна необъяснимых смертей. Во время расследования выясняется, что это как-то связано с найденным подростками старинной игрой, которая открыла мир для чего-то паранормального. Погони, перестрелки, спецагенты и бесстрашные бойцы спецназа. Если вы любите зубодробительный экшен, то для вас на большие экраны выходит фильм «Наемник». Служба в армии с детства была мечтой Джеймса Рида, а зеленый берет – предметом его гордости. Но после полученных ранений он остается неудел. В мирном обществе ему нет места, а состояние здоровья приходится поддерживать медикаментами, не всегда самыми чистыми. И когда подворачивается возможность снова взяться за старое ремесло, бывший солдат не медлит. Но теперь выбор, на кого направлять оружие, лежит полностью на нем. Я вернусь домой. На этом у меня все. Нескучных вам выходных. Весна – это время премьер. Буквально завтра на сцене Саха-театра состоится премьера нового спектакля режиссера Сергея Потапова. Как гласят афиши, впервые на сцене Саха-театра революционная театральная трилогия. О том, что за это такое мероприятие, да, которое ждут многие любители, да, работ, мы поговорим именно с Сергеем Потаповым. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот расскажите, что за спектакль нас ждет, почему вы выбрали именно вот этот материал, с которым работаете? Ну вот, как вы сказали, 11, 12, 13 у нас в Саха-театре будет премьера спектакля «Марыкчан Чактара». Марыкчанские ребята. Автор Эрелик Арестин, Семен Яковлев, первый якутский романист. Такое огромное произведение, первый якутский роман. Он в 1942 году написал. Он уже слепой лежал и диктовал, за него писали такой якутский Островский своего рода. Да. Он во время гражданской войны был красным партизаном. Да. Вот, и он написал такой роман большой о становлении, о гражданской войне здесь. И этот спектакль посвящается республике нашей, столетию. И 130 лет Эрелике Арестину, вот, Семену Яковлеву. Ну, то есть, в принципе-то понятно, да, суть? Это, наверное, будет очень такая... Это в свое время, это знаешь, как называется? Как? Называлась датская пьеса. К дате. Вот так, да? К дате. Все понятно. Ну, то есть, там, наверное, будет и про любовь, и, да, и какие-то душераздирающие моменты, да? Ну, надеюсь. Ну, там как бы произведение огромное, поэтому мы решили ее немножко так разделить. Мы покажем начало, как бы, становления такое. То есть вот трилогия в этом и заключается? Да, это как «Звездные войны» у нас будут. Первый эпизод, второй эпизод. А потом будет приквелы и новая трилогия, как Да. со «Звездными войнами» случилось. То есть минимум 3 части, включая вот, которая премьера состоится вот в эти дни. Когда стоит ожидать вторую, третью часть? Если уже какие-то наметки хотя бы. Посмотрим, если он будет иметь такой зрительский успех, наверное, подумаем. Это в работе еще, да? Да. Так, а вас называют таким революционным режиссером, да? Почему, вы думаете, Не знаю. так в народе у вас такая Не слава, знаю. нет? Ну, провокационный, наверное. Ну, искусство — это тоже такая немножко провокация. Может, из-за этого. Да, я провоцирую людей на что-то. На что-то, да? Да. Но главное, чтобы что-то было у них, что-то там проснулось. Какой-то эмоциональный Так отклик сидят, самое да, главное. так с мертвыми глазами смотрят. Это самое плохое, наверное. То есть вы за то, чтобы были эмоции Да, да. у зрителя? Ну, все искусство как бы на этом и стоит, на эмоции же. Мгм. Там, смех, слезы. По сути, искусство это, да, это свои эмоции выдать зрителю, слушателю, кому-либо еще и получить в ответ.
Вот, но если Как это... проходила, да, подготовка? Интересно просто, это же, наверное, столько декораций, да, вообще команда насколько большая у вас была? Эрли Кристин, он из Чурапчинского улуса, и финансирование на спектакль Чурапчинского улуса как бы отдал. Вот, поэтому мы, костюмы очень много шили, декорации, да, мы пригласили композитора, который написал нам музыку к этому спектаклю. Вот, и как бы разновозрастной актерский состав у меня играет, можно сказать, большая половина труппы Сахатеатра будет участвовать в этом спектакле. То есть основной костяк. Ага. А вообще, скажите, пожалуйста, вот все-таки мы говорим, что спектакль на якутском языке, да? Русскоязычным есть возможность как-то потом... Конечно, у нас же есть синхронный перевод, Всё, уже всё, давно, всё да. легко. Пришли, взяли наушники, сели, и все, И слушайте. Да, и слушайте. А как долго шла подготовка, может быть, к премьере? То есть как долго репетиции проводились? Ну, может быть, даже включая... Для меня это очень долго, потому что вот связано с пандемией, у нас театр закрывался, поэтому как-то так. Мы должны были это еще вот в феврале выпустить, к примеру, ну так получилось, что вот, в марте выпускаем. То есть ждет все-таки зритель что-то грандиозное, что-то, чего он еще не видел. Не может он, да? Ну, это надо, зритель оценил, что будет. Да. Сам себя не похвалишь, да, никто не похвалит. Но я всегда как-то недоволен собой, своей работой. Ну, вообще, это очень хорошая черта любого творца, потому что если ты начинаешь быть доволен собой, ты уже такой полсилы начинаешь работать. Вот. Ну, будем надеяться, что действительно в зрителях отклик найдется. Да. Еще раз, давайте проанонсируем, какого числа, когда, куда. Это вот 11, 12, 13 в Сахатеатре. Мы вас всех ждем, вечером будет. Ну, смотрите, там на афише все есть. Все. Смотрите на афиши, покупайте билеты. Сергей, спасибо, что пришли к нам в студию, поделились событием радостным для вас. Думаю, вы очень соскучились по таким работам с учетом пандемии. Ну а мы прямо сейчас прервемся на короткую паузу, после которой вернемся в нашу студию. «Мама, милая моя» – выставка детских рисунков под таким названием начала работу во Дворце детского творчества в Якутске. Она посвящена Году матери в республике, Международному женскому дню и продлится до конца этой недели. Мама окружает добротой и заботой и ведет нас по длинной дороге взросления, наставляя на верный путь. Каждый из этих рисунков и есть благодарность юных художников своим матерям. Рисунки своих мам в разной художественной технике представили учащиеся Центра художественного творчества, а также этнокультурного центра АЛГ. Всего более 100 работ детей. Кроме того, выставка примечательна тем, что это первое очное мероприятие Дворца детства, так как во время пандемии подобные форматы проводились в онлайн-режиме. Это максимально творческие 2 центра, и ребята очень старались, как раз в Году матери представили и, конечно же, к 8 марта порадовали своих мам. Очень хочется отметить, что многие мамы на выставке, на открытии выставки узнали себя, настолько юные, талантливые художники постарались. Работы представлены в акварели, большинство тоже где-то были и фломастером нарисованы, но, тем не менее, это ни в коем случае не помешало отобразить маму. В Саха-академическом театре имени Платона Аюнского готовят 3 премьерных спектакля. Об этом в ходе пресс-конференции рассказали журналистам, руководители театра и режиссеры. Цикл спектаклей начнется с премьеры «Марыкчанские пацаны». Также зрители увидят спектакли по произведениям классиков якутской литературы и постановки, повествующие о судьбах выдающихся людей, стоявших у истоков образования нового этапа развития Якутии. Один из них – «Розовая чайка», в котором поднимается проблема сохранения родного языка и древнего народа в целом – юкагиров. Соревнования по национальным видам спорта «Игры предков» среди юношей и девушек 8-10 классов состоятся в рамках молодежного фестиваля «Мус-Устар». Состязания пройдут в 2 этапа. Первый будет муниципальным, второй – республиканским. В связи с эпидобстановкой финал организуют в дистанционном формате. Так, сначала участники представят себя в национальных костюмах. В дисциплинах тутум-эргир, прыжки через нарты, в настольных играх хабылык и хамыска будут состязаться юноши и девушки. В беге с тяжестью на время парни. У меня на этом вся информация.
Это «Утро Якутии», 10 марта на календаре. Дорогие друзья, и мы встречаем этот день вместе с вами. Дарья Анкехова, Павел Танин, телеканалы «Якутия-24» и НВК «Саха». В Нерюнгри побывал известный автор и исполнитель песен Алексей Вдовин. Здесь состоялся его первый концерт, а дальше тур по Южной Якутии продолжился в Алдане, Нижнем Куранахе и Тамоте. Подробнее об этом прямо сейчас. Я все поставил на нее, вся, что я хотел, войти в открытый порт, отдать концы всем берегам. С творчеством Алексея нерюнгринцы познакомились благодаря фестивалю «Берег дружбы», на который он неоднократно был приглашен в качестве почетного гостя и члена жюри. Большинство зрителей пришли, чтобы еще раз услышать уже знакомый и полюбившийся репертуар. Но были и те, кто узнал о нем впервые и решил посвятить свой вечер живой музыке. Честно сказать, до сегодняшнего дня не знал, до афиши не знал. Было интересно послушать. Ознакомился в интернете, конечно, понравилось и решил прийти. Люблю живую музыку, пришел ради этого. Плюс хорошую компанию и заведение интересное, недавно, так сказать, открытое. Приятно провести вечер. Планирую послушать приятную музыку с умными словами, как говорится. Отдав музыке много лет, свою профессиональную деятельность как музыканта Алексей Вдовин начал, когда пришлось уйти из компании, где он работал. Выбор, куда двигаться дальше, тогда не стоял. На тот момент им была создана рок-группа «Недра», которую уже хорошо знали в родном городе Чехове, Москве и за ее пределами. Сейчас это не единственный проект Алексея, но выезжать на гастроли практичнее одному. Собрали бенд в 99 году в подмосковном небольшом городке. Потом еще появился проект ХБ с Пашей Фахардиновым. Еще есть у меня акустический проект большой, это «Табор», где 8 человек, много разных инструментов. Но вот этот проект самый немобильный, то есть его 8 человек, их сложно перемещать по пространству. В этот вечер присутствующие насладились приятной атмосферой, в которую окунулись вместе с музыкантом. Его песни – это как саундтреки к фильмам, которые существуют только в голове слушающего, и у каждого они свои. Ведь вдохновение приносит сама жизнь с ее взлетами и падениями. Они и выливаются в строки и музыку, написанные Алексеем Вдовиным. Ирина Кичигина, Сергей Козюра, Захар Головин, Нерюнгри. Вот кто-то избирает своей жизнью такую профессию. Не знаю, можно ли музыку назвать профессией. Думаю, все-таки да, потому что это труд, это самосовершенствование, постоянное обучение и познание нового в своей деятельности и, соответственно, какой-никакой заработок тоже может быть. А знаешь ли ты, кто такой вымораживатель судов? Да, имею представление, кто это такой. И, казалось бы, на первый взгляд, это очень мужская, такая суровая профессия. Те, кто знают, наверное, поймут. Тем не менее, находятся в ней и, казалось бы, совсем люди, которые, как же они там оказались, а работают уже не первый год. И сегодня в рубрике «Моя профессия» наша как раз героиня расскажет о выбранном этом профессиональном своем пути. Елена Генералова – обладательница не совсем женской профессии. Она живет и работает в поселке Жатай, где зимой вымораживает суда из заледеневшей реки. Задача Елены – убрать лед у подводной части буксира, выпилив яму под днищем корабля. Обычно глубина льда достигает 2-3 метров. Главное, жарко. Жарко? Жарко, ужасно. 50 градусов. Работать легче, чем в 30, 20 с чем-то. Сложно, когда потеешь сильно. Работать тяжело. Основная вообще сложность — это когда только начинаешь, когда первые слои запиливаешь. Мы когда сюда, мы уже под днище подбирались, получается, ползком залазишь и полулежа запиливаешь это все. Это было очень сложно, пока не опустились пониже. Потом уже чуть полегче. Ну и выкидывать кубики, если запилил там большие, они
Самая маленькая, может, килограмм 10, а так они больше весят. Это все вот выкидывать, тоже тяжеловато. Семья поддерживает Елену, мамой гордятся 5 детей. Супруг же работает вместе с женой и каждый сезон уговаривает отказаться от такой нелегкой работы. Я восхищена, вот честное слово. Порой вот смотришь на наших женщин, да, якутских, а сколько в них силы, да, а сколько в них терпения. И совсем не слабый пол, да? Как вообще не выясняется. слабый пол. Ну, я тоже на самом деле не придерживаюсь мнения, что женщина – это слабый пол, потому что порой они могут сделать намного вещи такие, которые мужчины не могут сделать, причем с точки зрения именно силы, какой-то сноровки и так далее. Да, и вот героиня нашего сюжета яркий тому доказательство это, яркое. да. Вот. Тем временем мы перенесемся в столицу северную нашей страны, Санкт-Петербург. Семья Шотиных, вот, казалось бы, да, ничем не примечательная. Что они сделали? Они решили все-таки всю страну посмотреть. А для этого продали квартиру. И вроде бы что-то может здесь смутить в этой истории. Да? Продали квартиру, чтобы посмотреть страну. Вопрос то, что продали они квартиру для того, чтобы получить средства для просмотра этой страны. Они взяли себе дом на колесах. И на нем путешествуют. И прекрасно все у них получается. Вот давайте посмотрим, как же это путешествовать в доме на колесах по нашей стране. Семья Шотиных из Санкт-Петербурга продала квартиру и купила автодом для путешествий по России. Эльма и Виктор Шотины и их сыновья Алексей и Юрий начали путешествие по стране с поездки в Мурманскую область. На данный момент Шотины остановились в Дагестане, первоначально намереваясь провести в республике 2 недели, однако решили остаться на несколько месяцев. Это не объяснить. Ну, какая-то химия, видимо, произошла. Дагестан – республика, куда мы года 2-3 хотели попасть, но в связи с локдауном мы не могли это сделать. Но сейчас, слава богу, мы это осуществили. Но мы кайфуем. Приехали мы недели на 2, не больше. Вот на днях мы отметили 2 месяца, и, скорее всего, мы останемся до мая, может, до июня даже. Автодом снабжен всеми удобствами для комфортного проживания. Алексей и Юрий учатся дистанционно в онлайн-школе, родители также работают удаленно. Вместе с семьей путешествуют и животные – 2 собаки и кошка. Самый главный плюс, который не может себе позволить ни один самый богатый человек в мире, мы при желании каждый день можем менять картинку у себя за окном. Пока мы не хотим менять, нас все устраивает. Однако совсем без трудностей не обходится. Семья сильно зависит от запасов воды, а из-за недостатка солнца периодически садятся солнечные батареи. Нету солнца, у нас садятся аккумуляторы, солнечные панели не справляются. Это тоже не есть хорошо, приходится заряжать от машины. Но больше никаких проблем. В будущем семья планирует продолжить путешествие по Кавказу, посетить новые места и снова повидать старые. Ну, вообще, все-таки круто каждый день иметь возможность менять вид из окна. Это невероятно. Да. Это лучше, чем 10 лет смотреть на один и тот же пейзаж, как делаю я. Тем не менее, поеду ли я путешествовать в автодоме? Вполне себе возможно, когда-нибудь хотелось бы попробовать. Ну, никогда не поздно начать, но... Копить деньги на автодом. Да, действительно, не стоит продавать ради этого свою единственную квартиру. Хорошо, не буду. Я тебя послушаю. Все-таки мудрость в твоих словах имеется. Ну, а мы напомним, что наша программа проводит конкурс двойников. Если вы, ваш знакомый, родственник, вы считаете, что похожесть имеется с известными знаменитыми людьми, то смело на почту utro.yakutiya@mail.ru, вот она внизу, отправляйте туда вот эти фотографии, лучше в формате коллажа. Да. Вот вы, вот звезда, или ваш друг и звезда. И самый лучший, на наш взгляд, двойник получит приз. Кстати говоря, я забегу опять же вперед и скажу, что я видела уже несколько наших участников, и действительно схожесть присутствует. И это очень здорово. Подобные конкурсы лично мне по душе, потому что действительно, не всегда же, да, вот можно соприкоснуться со звездой. Да. А здесь возможно все. Вопрос. Если бы у тебя была возможность, поучаствовала ли бы ты в конкурсе? Да. На кого ты похожа? Не знаю. Хорошо. Вот, ну, на этом мы вам желаем отличного настроения на весь день.
четверг этот непонятный, который похож на среду, он только начинается. Я думаю, что пройдет он с улыбкой на лице, весело, бодро, позитивно. И завтра мы вновь в этой студии с вами встретимся. Доброго утра!